Сейчас мы сделаем несколько упражнений для хорошего самочувствия мамы и малыша. Дыхательная гимнастика на воде научит будущего малыша задерживать дыхание, и когда чудо появится на свет, плавать научится сразу. Как будто со дна подпрыгиваем. Прыгнуть. Хорошо. Упражнение на пресс, потому что, чтобы рожать, нам понадобится нижний пресс. Им выталкиваем ребенка, тренируем нижний пресс. Заниматься аквагимнастикой можно, начиная со второго триместра беременности. 2-3 раза в неделю будет достаточно. Малыш Александры должен вот-вот появиться на свет. Каждое занятие в воде для мамы как сеанс медитации. Ощущение, да, как после массажа хочется как бы поспать, расслабляешься весь, тело становится такое мягкое, все, весь такой на парах. Следующее упражнение направлено на внутреннюю часть бедра. Мы разводим широко ноги, прыгаем со дна широко. Двумя. Если будущая мама будет заниматься такой гимнастикой всю беременность, роды пройдут легко, а восстановить форму после не составит труда. Так утверждают специалисты. Вниз, а дышим так. Многие мамочки не ходят в бассейн, потому что боятся простыть. Выход из положения – пол с подогревом. Можно смело ходить босиком и не переживать за свое самочувствие и за здоровье будущего ребенка. Все расслабили, ноги, руки, спину. Дышим. И на сегодня наше занятие закончено. Приходите еще. После водных процедур не забываем укутаться в теплое полотенце или халат. Водная гимнастика – это нагрузка, поэтому после упражнений обязательно отдыхаем и набираемся сил.